Дипломаты китайского консульства, находящегося в Анкаре, посетили руководителя партии Большого Единства. Они потребовали прекратить поддержку уйгуров и не верить ложной пропаганде западных стран. Однако партия Большого Единства отказалась выполнять их требования. Дата визита китайских дипломатов не указывается. Информация о визите появилась в СМИ 21 января после выступления министра иностранных дел Мевлюта Чаушоулу, который заявил, что пристально следит за ситуацией уйгуров Восточного Туркестана. По словам заместителя главы партии Большого Единства Унсала Карабулута, советник китайского консула в Анкаре Чин Вайху и первый секретарь Ван Фей посетили главный офис партии и потребовали встречи с руководителем партии Большого Единства. Однако Мустафа Дестиджи не удовлетворил их требования. Вместо него с китайскими дипломатами провели переговоры главный секретарь Узейр Тунч и заместитель руководителя партии Унсал Карабулут. Китайские дипломаты выразили свое недовольство и потребовали прекратить упоминать Восточный Туркестан. Также они потребовали отменить научное собрание о Восточном Туркестане, запланированное на 7 февраля, организатором которого является партия Большого Единства. Китайские дипломаты предложили использовать слово «Синьцзянь» вместо Восточного Туркестана. Унсал Карабулут выразил свое недовольство политикой ассимиляции, проводимой в Восточном Туркестане, запретом уйгурского языка, исповедования ислама и проектом породнения, в результате которого китайские мужчины подселяются в уйгурские семьи, а уйгурки выдаются замуж за китайских мужчин. Партия Большого Единства подчеркнула, что располагает фактами нарушения прав уйгуров китайскими властями. В конце переговоров Унсал Карабулут сказал: «Мы желаем, чтобы уйгурский народ имел свое государство, где все будут жить в согласии и стабильности». По сообщениям радио «Свободная Азия», пиар уйгурских боксеров в Китае на фоне массовых арестов талантливой молодежи вызывает сомнения аналитиков. 22 января на сайте «Новости Китая» была обнародована информация о двух уйгурских боксерах. Ильшат Анвар и Зульфикар Мухаммед-Али приняли участие в 4-м государственном турнире по боксу, проведенном в городе Чунчин, где заняли призовые места. Оба боксера выразили желание завоевать золотые медали для Китая. Ильшат Анвар и Зульфикар Мухаммед-Али боролись против боксеров Танзании и Китая и благодаря своей технике и точным ударам одержали победу. В последнее время боксеры Восточного Туркестана показывают отличные результаты. Однако на фоне арестов талантливых спортсменов Восточного Туркестана пиар и поддержка некоторых боксеров со стороны китайских властей вызывают сомнения мирового сообщества. По словам аналитиков, эти действия не что иное, как попытка убедить мировое сообщество в том, что Китай не ущемляет права уйгуров, а напротив создает все условия для его развития. 18 января в центральной мечети Адамс было проведено собрание на тему доклада о проблеме уйгуров, организованное Уйгурским обществом прав человека, сетью уйгурских бизнесменов и американским религиозным центром Адамс. Член Совета управления центра Адамс Роберт Маро выступил с речью, в которой он подчеркнул, что свобода вероисповедания является самым главным правом человека, и что Китай не только отнимает у уйгуров право на выражение религиозных убеждений, но и жестоко наказывает их. Для подробного ознакомления с репрессивной политикой Китая, пытками заключенных и жестокостью в лагерях, он посоветовал просмотреть материалы информационного агентства BBC. Затем выступил имам центра Адамс и группа ученых. Имам напомнил о важности поддержки уйгуров. Свидетельства жертв китайского режима, присутствовавших на собрании, стали живым примером творящегося беспредела в Восточном Туркестане. Под эгидой борьбы с бедностью местные власти переселили нарадских казахов Восточного Туркестана в Нанчань, где им предстоит работа на военном заводе корпорации «Транснациональная логистика». В свободное время они обязаны изучать китайский язык и примкнуть к коммунистической партии. По словам одного из ответственных за казахских рабочих, основной задачей является политическое воспитание работников. Как говорится, сначала политика, а затем экономика. То есть первым делом необходимо изменить идеологию граждан. Вместе с этим работников принуждали участвовать в подготовке партийных кандидатов. Несмотря на то, что работникам обещали заработную плату в 300 юаней, все деньги удерживались под предлогом расходов на еду.
Работники завода спят, питаются и обучаются строго на территории завода, который ничем не отличается от тюрьмы.